Алейкум, друзья, подписчики, доброжелатели, недруги. Снова в эфире, снова на копе. Снова на моем, так сказать, поле чудес, который меня каждый день удивляет. Желаю всем копателям того же. Это действительно такое поле, которое действительно удивляет меня. Вот я только приехал, можно сказать, минут 10 хожу. Первая находка, если не ошибаюсь, это Луис или сейчас Густон Кастано, может быть даже английская монета. Я не вижу сейчас, что тут написано. Старость не радость. Ну, бюст смотрит направо. Рельеф, как вы видите, отличный. Сейчас здесь чуть земля осталась, не буду ее трогать. Уже дома почищу. Но монетка отличная, в очень хорошем состоянии. Вчера я тоже здесь ходил, находил, находки были, я не стал снимать, чтобы мозги не делать с одним и тем же полем на одном месте. А вот такую монетку нашел, это уже посчитал, что надо поделиться с комрадами, с такой находкой, с такими находками надо делиться, я думаю. Вот. Ну, я же за цену сказать, думаю, вот такая монетка от 20 до 50 евро на черном рынке, так, на аукционе будет стоить. Вот такая цена этой монетки, возможно. Я так на глаз говорю, надо будет смотреть по состоянию монеты, говорю. А там видно будет. Ну что, продолжаю я. Будут находки, покажу, конечно. Но находки идут, они здесь есть. И я надеюсь, что это поле мне даст золотую монетку или колечко. Ну, чувствую я, это есть здесь что-то. Надо прийти и взять просто. Окей. Вот ямка только что. Вот она, эта ямка, монетку где взял. Сразу 10 сантиметров. Снова сигнал был. И что-то вырисовывается. Вроде пуговка. А нет. Монета. Ого. Так, надо снять варежку эту. Перчаткой мешают. Так, что это у нас? Что у нас сегодня здесь выпало на десерт? Так, монетка согнутая, убитая. Не вижу, с какой стороны даже начало, но знаю, что что-то такое, что у меня нет. Видно сразу. Я забываю очки взять. Старость не радость, как я говорю. Что делать? Но главное есть. Продолжаем. Так, снова сигнал. И у нас тут здесь что-то есть неизвестное. Может, пломба. А не, вот этот физуль или как его. От ткацкого станка нитку прогонять. Находил я чуть побольше даже вот эту шайбу. Разные. Здесь у меня что было? Много было пломб, было много вот этих физуль или как она называется, забыл я уже. Вот. Много этой всякой тут мелочи. Ну, бывают они разные, как я уже говорил в предыдущих видео. Разные были, золотые были, серебряные. Ну, смотря сегодня как там у женщин. Смотря состояние. У кого дорогие машинки швейные, у кого простые. То же самое было и тогда. Не знаю, может это, ну что-то у них и золото, и серебро.
и свинец, и вот такие разные были. Вот, продолжаю. Заканчиваю. Вот. И у меня. Что-то мне выпало. Так, смотрим. Что это нам выпало? О-ла-ла, какое состояние. О-ла-ла. Это дубль турнуа. Ну, вы видите, состояние. Так. Это наш Людовик. Должен быть. Они... Давай, да. Людовик. Вроде так написано. Но состояние монетки отличное. О-ла-ла. Это где-то 1600 таких-то годов. Такая монетка, она обычно попадается, так сказать, убитая бывает. Но вот эта монетка очень в хорошем состоянии. Все тут классно, все отлично. Так, цена от 60 до 80 евро. Ее цена. Вот так вот. Окей, продолжаем. Так, наши птички что-то тут начали летать. Видать, хищника нашли, обнаружили. Что-то. Ястреб летает и голубей гоняет. Скорее всего, голуби за ястребом гоняются. Вижу. Ястреб полностью так на землю уходит, и голуби за ним. Гонки. Ну, дело к другому. У нас тут находка. Монетка. Но состояние плачевное. Так, монетка беленькая. Если бы она не была бы в таком плачевном состоянии, она была бы хорошая. Да, но она в плачевном состоянии. Что у нас тут видно? Не могу разобрать. Непонятно. Вот. Пардон. Короче, монетка есть. Вижу, что тут крест. И здесь что-то есть. Окей, продолжаем. Так, час работы у меня уже. Несколько монет. Снова находка. Вот она. Поломанная монетка. Так. Глянем слегка. Не надоедая вам. Вот она. Что-то у нас не видно. К сожалению, не видно. Так, есть контакт. Так, сейчас только что видел уже. Это вроде бы 1 лиард. Да. 1 лиард французский. Видите, сломанная монетка. Ну ничего, есть монетка, главное есть. А у нее такой ценности нет, может 2 евро, 5 евро стоит такая монетка. Ну, все равно есть коллекция, пополняется. Главное найти, а цены это просто я озвучиваю. Может, я неправильно озвучиваю, но по крайней мере такие есть. Окей, продолжаю. Позвал своих лошадей. Смотрите, что лошади делают. Они как собачки побежали. Танг-данг-данг-данг-данг-данг. Крикнул им, позвал по имени, они побежали. Але вчера то же самое было. Они побегли.
Он позвал. Они пошли. Так, камрады, снова находка. 50 сантимов. Это как бы талончик был в Советском Союзе, да? Такой же. Бон по 50 сантимов, 50 сантимов, короче. В идеальном состоянии. 1923 года. Видите? Они бывают разных размеров. В хорошем состоянии. Так, у меня сейчас дела. 2 часа походил я. Покажу вам результат свой. За 2 часа, что я набрал здесь на поле. Это 3 ряда я прошел. И вот мои находки за сегодня. Так, не эти падают, как пули от мушкетов падают. Вот такую штучку я нашел. Думаю, что-то период гальский. Точно не скажу, но что-то мне это напоминает. Вот монетки. Так, это все обратно в карман. Вот они, пули эти упали. Сейчас надо по делам съездить. И если потом время будет, снова приеду, покопаю. А так пока. А пока ледоверчи. Приехал я с этих своих дел. Разочаровался малость. Вот. Как говорится, деньги свое дело делают. У меня не хватило заплатить больше. И вот провалилась моя операция. Ну, и вот вернулся я на свое поле. Хотел одну землю купить, не получилось у меня, короче. Кто-то дал больше. А у меня вот здесь монетка. Монетка у меня здесь. Опять 1 лиард. Парижский, по-моему. Да. 1 лиард. Вот. Чё? Коп продолжается. Ничего страшного. Заезжал я к фермеру. Он с работой занят был. Не стал его больше тревожить. Хотел ему показать. Поделиться с находками. Вот, не получилось. Если сейчас будет он на месте, сейчас опять заеду перед отъездом с поля. Потому что у него есть еще одно поле. Я ему дам пару монеток, а он даст мне еще поля. Видите, он те поля, там еще поля. Короче, много места, где копать. Таких богатых. Это поле очень богатое было. Все, продолжаю. Вот какую яму мне пришлось вырыть, чтобы вот эту вот находку достать. Не знаю что. Глянем. Так, это у меня алюминиевая монетка номиналом 5 чего? 5 франков. Вот такие дела. Год рождения, сейчас скажем, его снайпера. Не вижу. Ну и ничего. Так что продолжаю. Окей. Далее. Ехали далее. Камрады, после 5 франков сразу у меня монетка выпала. Буквально сразу. Вот. Интереснейший объект, так скажем. Породы Наполеонов, я думаю, да. Да, это Наполеон. Бонапарт. Не Бонапарт, а Наполеон III. Давно он на этом поле не выпадал. Была маленькая монетка, но большой не видел. Вот выпала. Эту я хозяину дам.
Окей, поехали. Я на этом сегодняшний коп закончился у меня. Завтра приеду, буду добивать или продолжать, скорее всего. Вот. Очень много находок, очень хороших находок. Вот такие дела. Что, продолжать будем? Кто не подписан, подписывайтесь. Кто сомневается, отписывайтесь. Короче, ехали далее. Салам алейкум.